«Блеск монет» открыл фестиваль финно-угорских театров «Маятул». 13-й по счету. Он собрал в Йошкар-Оле 12 национальных театров из разных регионов России. В этом году фестиваль проводится с рядом нововведений, а точнее с возвращением некоторых старых традиций. Об этом Надежда Бушенева. Огонь, сберегаемый в очаге, именно так с марийского переводится «Маятул». Когда-то фестиваль финно-угорских театров задумывался как передвижной. Но вот уже несколько лет он объединяет народы в столице Мариэл Йошкар-Оле. В этом году 13-й фестиваль собрал 12 национальных театров со всей России. В день открытия с комедией «Блеск монет» на сцену вышла вся труппа Марийского театра имени Шкетана. Когда-то по пьесе «Оксатул. Блеск монет» мы ставили спектакль, это более 20 лет назад. И в 1994 году мы с этим спектаклем были в Финляндии, в Нурмесе, и очень успешно прошли, получили очень высокую оценку. И потом это «Чавайн», то есть спектакль сделан по произведениям Сергея Григорьевича Чавайна. А это в прошлом году мы столетие театра отметили, а Чавайн и Шкетан Яков Павлович – это как бы два наших основоположника нашего театра. В этом году после долгого перерыва в фестиваль возвращаются номинации. Членам жюри предстоит выбрать лучших в 9 категориях. Традиционно это режиссура, сценография, музыкальное оформление и, конечно, работа артистов. Я лично обращаю внимание в первую очередь на подлинность человеческих чувств на сцене. Потому что большие шоу, которые в последнее время затмили театральное пространство не только нашего мира, они, в общем-то, уже давно надоели. Они используют только имеющие какие-то данные и эксплуатируют их. А для меня очень важно, чтобы вернулся театр, где море человеческих страстей, а не дискотека. Бронзовая статуэтка весом почти 12 килограммов уже ждет своего победителя. Приз для гран-при отлил скульптор Сергей Яндубаев. В рамках «Маятула» будет работать творческая лаборатория, где критики и театры будут обсуждать просмотренные спектакли. На обсуждении могут присутствовать все желающие. Надежда Бушенева, телеканал Юрган, Мариэл. В республике к съемкам грандиозного фильма приступил Пьер Браше. Президент Национальной галереи Коми в рамках специальной пресс-конференции рассказал, что профинансирует работу президентский грант. Всего по итогам им будет создано 6 фильмов о народах России, а один из них прорусский, где примут участие старообрядцы Усть-Цильмы. Почему Усть-Цильма? Потому что, во-первых, я там был уже, и я знал... И знаю там контекст, я знаю, что там происходит, и я знаю уникальность этого острова, как они там говорят, поскольку надо пересекать Печору. И есть такое ощущение, что действительно мы находимся на острове, и на культурном острове в том числе. Там, как в очень редких местах, просто сохранились и образ жизни, и песни, и костюмы, и очень много всего, которые характеризуют эту культуру Севера.